Тимур Иванович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время дать нам интервью. Вопросы все те же. Интересно, как меняются подходы в решении накопившихся годами проблем. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, насколько выросло потребление электроэнергии именно вот в зимний период? Роста потребления с прошлым годом нет. Более того, я хочу сказать, что суммарно в 2023 году мы потребили на 300 миллионов киловатт меньше, чем в году 2022. Снижение потребления существенное, но недостаточное в силу того, что в 2022 году, допустим, Абхазия потребила порядка 3 миллиардов киловатт-часов. Миллиард из них был дефицитным. Снизили потребление на 300 миллионов, но еще 700 миллионов оставалось в дефиците. Значит, даст Бог, в этом году мы продолжим работу в этом направлении. Если порядка 200 миллионов еще мы сможем снизить, сумеем потребление Абхазии, то выйдем на половину дефицита. Чтобы было понимание, весь дефицит у нас сегодня составляет, это все-таки работа майнинга, незаконной добычи криптовалюты и безалаберное, халатное отношение к нашему главному такому ресурсу, основному, к электроэнергии. Я вас уверяю, что сегодня реальное потребление Абхазии должно составлять, если соблюдать платежную дисциплину, дисциплину потребления, порядка 2 миллиардов это максимум. Это нужно сегодня в Абхазии реально, это при правильном подходе к электроэнергии. Значит, для того, чтобы достичь этих показателей, нужно в 2 направлениях двигаться. Это борьба с незаконной добычей криптовалюты и улучшение платежной дисциплины и дисциплины потребления электроэнергии. Зачастую мы являемся свидетелями, что у людей во дворах круглосуточно горят по 10, 15, 20 световых точек. И днем, и ночью. И все это такой расход идет из-за того, что для них это как бы на сегодняшний день является бесплатным. Программа установки прибора учета в этом году, мы очень надеемся, что мы с еще большим импульсом и ускорением будем заниматься этим. И по итогу, еще раз говорю, мы во всяком случае рассчитываем, что еще на 200 миллионов уровень потребления в Абхазии должно упасть к концу текущего года. Вы говорили о том, что дефицит есть, иначе бы не пришлось спросить перетока у России. Жители очень интересуют, во что это нам обходится. Я вам скажу, что по прошлому году государству пришлось заплатить порядка 930 миллионов рублей для того, чтобы население Абхазии, вообще Абхазия прошла без ограничений хотя бы весь до конца прошлого года. Повторюсь, сегодняшний дефицит у нас порядка 700 миллионов киловатт-часов по году составляет. Надо, еще раз говорю, идти по пути экономии, платежной дисциплины, установки приборов. Периодически вводится краткосрочный график отключения электроэнергии по всей стране. Скажите, что происходит, почему так? Смотрите, у нас с января месяца вступил в силу соцпакет, это по которому Российская Федерация предоставила нам 300 миллионов киловатт-часов в рамках соцпакета. Но у них, в связи с тем, что у них вышли на ремонт энергоблоки в Краснодарском крае, потому у них появились ограничения по мощности. Когда у них не хватает того перетока, который был с нами оговорен, они нам дают график потребления с их стороны, все, и аналогично к нему нам приходится здесь вводить ограничения. Значит, на сегодняшний день потребление следующее. 70% мы получаем от Российской Федерации, 30% за счет выработки Ингургеса идет. В силу того, что уровень воды и притока сократились существенно, больше 3 миллионов киловатт-часов мы сегодня рассчитывать со стороны Ингургеса не можем. 7,5 миллионов киловатт-часов мы получаем ежесуточно со стороны Российской Федерации. А этот соцпакет, о котором вы сказали, насколько он нам хватит? Этот соцпакет нам должен хватить по нашим расчетам где-то до конца февраля. То есть мы за это не платим, поэтому соцпакет? Это бесплатно, да.
до конца февраля, может быть, начало марта чуть. Это все будет зависеть от погоды и от потребления нашего. Как правило, в апреле, да, начинают таять ледники, и вы предполагаете, начнется приток на плотину Ингургес, и вот тогда нам уже не нужно будет. Середина марта, ну, все от погоды зависит. Ну, как правило, как Вторая происходит? половина марта и к апрелю ближе туда. Так обычно начинается переток. То есть это тогда, когда уже мы будем выходить на свою генерацию, да? По приборам учета. 22 400, да, если я, насколько помню, уже установили уже установлено по республике. Когда вы предполагаете, вот теми темпами, которые сейчас, тот темп, который вы взяли, когда вы предполагаете охватить всю республику? Я думаю, все-таки же, если все сложится, как мы предполагаем, то, я думаю, 26-й год у нас должен быть итоговый. Вот, когда мы должны закрыть вопрос по установке приборов учета. 26-й может быть, 27-й немного, но я думаю, 26-й мы справимся, если будет профинансировано вовремя. Вот, и работы мы, в принципе, у нас уже все команды, бригады, которые этим занимаются, сформированы. В прошлом году много времени заняло формирование этих бригад, снабжение этих бригад инструментами, материалами, спецтехникой. Вот, на сегодняшний день, сегодня эти бригады сформированы, и КПД, я очень надеюсь, что в этом году будет намного выше, чем в прошлом. Есть программа государственная общая, и есть программа, которую мы как бы сами запустили ее. Мы решили, что для того, чтобы всю коммерцию взять под учет, сегодня Черноморэнерго приобретает эти приборы учета, устанавливает их. Это происходит у нас достаточно активно. Вот, и дало очень большой экономический эффект. Расскажите об этом эффекте. Да, очень большой экономический эффект. Сегодня мы, допустим, город Гагра, город Сухум, Новый Афон, Гудаутах, Кульрипском районе, в Ачамчирах. У нас активно идет эта установка. Те предприятия и организации, которые, допустим, оплачивали там без этих новых приборов учета порядка 30, 40, 50 тысяч, сегодня вышли на уровень 200 тысяч. В разы поднялся уровень начисления и оплат после введения этих приборов учета. Как отразилось существенное повышение тарифов на электроэнергию на оплате? Мы провели анализ, если брать погоду, то в процентном соотношении это стало чуть меньше. Но мы сделали отчет с мая месяца, в силу того, что с апреля месяца как бы я работаю на этой должности. С апреля месяца по декабрь у нас составил рост порядка 5% за аналогичный период прошлого года. Вот, какой эффект это даст нам, в смысле, какое будет увеличение, но я очень надеюсь, что будет увеличение и процент собираемости, и вала самого. Вот. Когда, как я в начале интервью говорил, если мы не наладим платежную дисциплину у нас в отрасли, вот, то у нас ни экономии, ни эффекта не будет, и мы будем с каждым годом сталкиваться все с большим и большим дефицитом, что, соответственно, скажется на благополучии электроснабжения всех наших абонентов, всех наших граждан. Ну, я так понимаю, самые дисциплинированные по-прежнему пенсионеры. Да. Если зайдете в наши кассы оплат, вот города Сухум, наверное, основная часть людей, которые стоят, хотят оплатить за свет, это люди преклонного возраста, пенсионеры с наибольшей ответственностью, так скажем. Вы в прошлом году начали работу по очистке ЛЭП от растительности. Ощутимо снизились аварийные отключения. Вот, наверное, это часть той работы, которая связана с меньшим количеством аварийных отключений. За весь прошедший период аварийное отключение по линиям у нас было всего 2 раза. И то это было связано с техническими причинами, а не с причиной там, касания деревьев там, или зарослей каких-то. Работу провели очень большую. Практически сегодня у нас расчищено 60% всех наших линий. Ежедневно работают порядка 25 человек, 30 человек.
которые тоже снабжены техникой, оборудованы, не знаю, там бензопилами, бензином, всем остальным, и проводят эту работу. Работа очень тяжелая, зачастую в горных условиях. Рельеф, ландшафт, заросли очень серьезные, можно сказать, которых давно серьезно с ними не работали. Эту работу надо проводить. Но уменьшение аварий также является факт того, что проводится очень много регламентно-профилактических работ на самих подстанциях. Это и замена масла, и усиление мощностей трансформаторных, и замена оборудования, восстановление неработающего. Это целые бригады, релейная бригада, центральная ремонтная служба, кабельные бригады. Вот постоянно они на выездах производят эти работы, зачастую в выходные дни, в праздничные дни. Так что работы идут усиленно. Да. Если не будем проводить вот эксплуатационные регламентные работы, то количество аварий, естественно, будет расти изо дня в день. Это те работы, которые надо проводить обязательно. Значит, то, что имеем, плохое или хорошее, его надо приводить в порядок. Если Бог даст и возможности будут что-то поменять, улучшить, сделать, мы будем этим заниматься, конечно. В госбюджете на 2024 год какая сумма заложена на Черноморэнерго и на что вам вообще этой суммы хватит? Там заложенных, если я не ошибаюсь, порядка 180 миллионов рублей. Эти 180 миллионов рублей предназначены для приобретения и установки приборов учета. Вот. Я думаю, что сейчас уже в феврале мы будем размещать заказы на приобретение приборов учета. И как только первые погоды более или менее стабильные пойдут, мы начнем усиленно проводить работы по установке приборов учета. Скажите, вот эти приборы учета, где вы берете? У нас есть договор напрямую с заводом-изготовителем. Вот, в результате переговоров мы там с ними достигли существенных там скидок для нас. Вот они пошли нам навстречу. Более того, у нас бывает и в рассрочку они нам предоставляют свою продукцию. Это называется предприятие «Матрица», которое выпускает вот эти приборы учета интеллектуальные на сегодняшний день, в том плане, что там с возможностью дистанционного управления, с возможностью дистанционного снятия показаний, с возможностью дистанционного ограничения по мощности. Вот. Более того, эти приборы учета дают нам параметры потребления нашего абонента, да, в какое время, какое количество киловатт, какая нагрузка, пофазно, все, все, что необходимо для нашей компании, все данные по каждому потребителю мы сегодня видим. Порог отключения – это 3000 и выше, да? Какое количество злостных неплательщиков вам удалось отключить дистанционно? И как вообще люди при этом реагируют на ваши действия? По-разному реагируют, но в основном приходят, все оплачивают, закрывают свои долги, вот, потом мы их включаем. Ну вот какое количество удалось? Вот такими мерами? Бывало, что в сутки, допустим, вот по городу отключение было там 30, 40, 50 абонентов. Да. Ну, заранее наверняка вы предупреждаете, да? Сначала проходит контролер один раз, второй раз, третий раз, когда реакции нет, составляется список неплательщиков и их обестачивают. Потом они приходят, оплачивают свои долги, закрывают, там, если какие-то долги большие, мы делаем какую-то там рассрочку небольшую, тоже идем навстречу населению. Вот, потому и собираемость начала понемногу у нас увеличиваться. Вы выше говорили о том, что одна из причин энергодефицита – это майнинг. Да. На каком этапе борьба с майнингом, что удалось сделать за этот период? Я комментировал ситуацию, которая сложилась у нас в республике с майнингом. Самая большая проблема в том, что майнинг ушел в дома. 2, 3, 4 штуки в домах, в подсобках. Вот. Обнаружение очень трудно. Это чуть ли не с обыском должно быть связано, что, кстати, не в нашей компетенции. Вот.
Вроде 2-3 штуки немного для одного человека, а суммарно это, ну, процентов 95, наверное, того майнинга, который существует у нас на территории Абхазии. Ну, какие есть способы обнаружения этих? Только установка прибора учета, взятие под контроль расхода и мониторинг. Тимур Иванович, в последнем с вами интервью вы рассказывали о том, что провели кабель для строительной базы аэропорта. Да, вот какая сейчас там ситуация, что делают энергетики? Мы там построили линию 10 киловольт, установили КТП с 2 трансформаторами общей мощностью 1630 кВт по распоряжению Кабинета министров. Это была произведена вся работа за счет Черноморэнерго. Для того, чтобы на этом месте планируется создать базу строительную для производства там работ в самом аэропорту. Она сегодня с напряжением. Вот. И не знаю, когда начнутся работы с нашей стороны, там по этой части все готово. Это как-то повлияет на подачу электроэнергии вот именно в районе вокруг аэропорта? Потому что тоже высказываются опасения, что будут проблемы либо с напряжением, либо с подачей. Проблем не будет в силу того, что еще большая мощность у них раскидана по всему аэропорту, установленной. Да, просто там они сконцентрировали одну точку нагрузку, которая суммарно, но она меньше, чем вся их мощность, которая у них на территории аэропорта. Вот, но есть, во всяком случае, планы для того, чтобы запустить аэропорт и обеспечить его надежным электроснабжением. Там прописано ряд мероприятий, очень серьезных мероприятий, которые даст не только для аэропорта электроснабжение, но значительно улучшит качество и бесперебойность для населения вокруг живущих. Как бы вы сами оценили качество подаваемой электроэнергии в дома? Потому что очень часто население жалуется на низкое напряжение и на то, что есть проблемы с бытовой техникой. Вообще к вам обращаются с вопросами компенсировать сгоревшую технику бытовую? Единичные случаи, значит, любая компенсация, если говорить о компенсации, с нашей стороны, она возможна только по решению суда. Да. Другого законного пути у нас нет. Ну, вы наверняка в соцсетях читаете, что насколько часто это вот происходит. Для того, чтобы определить, по какой причине это произошло. Зачастую бывает, что у людей, у самих проводка в домах ветхая. Сегодня очень много соответствующего оборудования продается, которое защищает и сохраняет от перенапряжения самих непосредственно абонентов, потребителей. Вот. Сегодня люди действительно покупают дорогостоящую технику, которая стоит там 50-100, в некоторых случаях и по 200 тысяч рублей. Вот. Так что нужно ставить соответствующую защиту. Надо будет... Вы поймите, что при том уровне тарифа, который был на порядка 12 лет 40 копеек, говорить еще о компенсации, просить еще как бы и уровень, и качество, и бесперебойности, но об этом не может быть речи. Но тут вопрос еще к тому, как сам абонент оплачивает исправно за электроэнергию, да, эта тема тоже присутствует, да. Тимур Иванович, самые дисциплинированные районы по уплате за электроэнергию потребляемую? Ну, наибольший процент оплаты в частном секторе, если говорить о частном секторе, это, конечно, город Сухум. Это ГАЛ, Игальский район, вот. Ну и частично Гагру можно назвать, наверное. Как вы это объясняете? Чем Причин очень много. Сейчас об этом разговор заведем, это будет долгий разговор, но с каждым районом надо по отдельности, отдельный подход искать, по отдельности там разбираться и принимать меры. Сумма, накопившаяся с 2014 года, 5 миллиардов рублей перед вашим предприятием, да, что бы вы на эту сумму могли бы сделать? Какие работы провести, если можно помечтать? 5 миллиардов рублей, допустим, стоимость восстановления одной перепадной ГЭС сегодня порядка 3,5 миллиардов рублей.
Какие есть планы по перепадным ГЭС? Мы ничего не можем планировать в отношении перепадных ГЭС. Единственное, что мы знаем точно, что на восстановление всех трех ГЭСов необходимо сегодня порядка 11-11,5 миллиардов рублей. Это то, что сегодня надо. Это по ценам сегодняшним. Не знаю, что будет завтра. Вы понимаете, что это огромные деньги, не только для Черноморэнерго, но и для Абхазии тоже. Изыщет государство эти средства, конечно, с удовольствием восстановили бы эту генерацию и пользовались бы ей. Вот, а так это вопрос государственный, им решать. В случае ремонта перепадных, какие вопросы эти перепады смогут решить? Объем электроэнергии какой? Предполагаемый объем выработки порядка 300-320 миллионов киловатт-часов в год. Это третья часть нашего дефицита на сегодняшний день. Это существенно. Когда мы уже будем с вами говорить не о латании дыр, а о развитии энергоотрасли? Когда у нас собираемость за электроэнергию уйдет хотя бы за 60% по сегодняшнему тарифу, в этом случае у нас уже мы можем планировать какие-то работы, вот, и развиваться. На сегодняшний день тот уровень собираемости нам, как вот вы до этого сказали, мы латаем дыры, и она дает нам создать небольшой аварийный запас такой, ну даже не месячный, дней на 15, на 20, так скажем. Вот. Но в то же время, да, подняли тариф, но это позволило нам, во всяком случае, в середине прошлого года поднять заработную плату нашим сотрудникам на 50% по всей Абхазии. Вот. Были большие задолженности по налогам, по фондам. Во всяком случае, текущие мы уже практически месяцев 6-7 все оплачиваем. Вот. И ситуация потихоньку, но экономически в организации меняется. Что вы планируете сделать в этом году? В этом году у нас очень много запланировано работ, как на уровне районных электросетей, так и на уровне наших линий 110-220 киловольт. Вот в этом году у нас идет усиленно сейчас, буквально сегодня-завтра начинаются монтажные работы по подстанции Лохадзе. Прибыло новое оборудование, современное, цифровое, качественное, надежное. Купленное вашими силами, да? Нет, это было куплено, это работы проводятся в счет инвестпрограммы. Заканчиваются работы на подстанции БЗЭП, я думаю, в течение месяца-полтора мы этот объект сдадим. Введем частично к середине, наверное. Вообще планируем к началу курортного сезона хотя бы наполовину ввести в работу подстанцию Лохадзе, с которой снимет очень много вопросов по электроснабжению там лежащих районов. Вот. Планируем провести ремонт, текущий ремонт всех наших линий, 110 и 220 киловольтных. Сейчас проводится дефектовка, это замена изоляторов, перетяжка, затяжка, все для того, чтобы потихоньку готовиться к следующей зиме. Вот. Объем работы очень большой, который надо провести. Вроде мелочь, но каждую мелочь надо реагировать, надо делать, надо вводить работу. Прошлый летний сезон вам удалось пройти без веерных отключений, вот летний сезон, да. Это вот связано с тем, что были запущены новые... Мы усилили на 6 подстанциях большие трансформаторные мощности. Там, где были дефициты в летнее время, мы смогли там усилить трансформаторные мощности, что позволило нам, в принципе, летом пройти более или менее в нормальном режиме. Без веера пройти. Все будет так, как мы предполагаем. Я думаю, что еще лучше будет. Тимур Иванович, спасибо вам за интервью.